когда мы обращаемся к результатам программы «Голос» и программы «Зубр», мы должны заметить, что они отмечают факты массовой фальсификации выборов, и данные, которые они выводят, на основании тех протоколов, которые удалось, информацию, которых удалось получить, то есть протоколы, которые были обнародованы, но это не все протоколы по всему государству. И по этим протоколам выходит, что за Лукашенко проголосовало 61 человек, но это те протоколы, которые, большая часть которых доказано имеют фальсифицированные данные. То есть это значит, что 61% по этим протоколам с учетом того, что они были фальсифицированы. И здесь важный момент, что ЦИК, получается, дал цифру 81%, которая расходится с теми фактами протоколов, которые оказались в доступной программе «Голос», которые были вывешены перед избирательными участками, были сфотографированы волонтерами. То есть выходит, что мы не можем говорить, что 61% это тот процент, который дал «Голос» или программа «Зубр». Это тот процент, который дали избирательные участки, многие из которых выборы фальсифицировались согласно исследованиям «Голос» на основании данных волонтеров, которые собирались, на основании фотографий бюллетеней, которые были высланы через программу «Голос». Ну, например, достаточно курьезно, когда, скажем, мы имеем участок, и там бюллетеней за Тихановскую было больше, чем голосов в итоговом протоколе. То есть получается, что голосов в итоговом протоколе было меньше через вот эту фальсификацию, поскольку люди голосовали более массово. Или, например, были инициативы, которые показывают, что на конкретных избирательных участках уже сейчас готовы собрать подписи люди, что они голосовали за Тихановскую больше, чем итоговых голосов в протоколе. Но мы знаем, получается, не все протоколы. Это тоже было нарушением избирательного законодательства, потому что все данные должны быть доступны по всем участкам. Мы знаем только некоторые участки, и там 61%. Это не значит, что это тот процент, который у нас для Лукашенко по всем участкам. Да, то есть и причем это данные, которые доказано фальсифицированы. Это говорит о том, вот эти протесты, которые сейчас происходят, они говорят о том, что у Лукашенко всегда поддержка была строго меньше 50%. Я бы даже высказал такую гипотезу, что Лукашенко объективно не побеждал в первом туре никогда, как это случилось в 2004 году. И здесь вот можно обратиться к данным Андрея Елисеева, который показывает о том, что есть какие-то факты фальсификации выборов в предыдущие годы. То есть мой тезис такой, что картинка, которая сейчас, она стала просто более понятной, что Лукашенко нет 50%, чем это было раньше, но политические предпочтения людей не поменялись за все это время. Просто удалось мобилизовать вот это вот людей, которые его не поддерживали, но относились более-менее нейтрально. Их удалось мобилизовать в протестном движении. Почему? Потому что изменились условия коммуникации, люди стали меньше доверять государственным источникам информации, больше коммуницировать через социальные сети и сумели каким-то образом свои политические предпочтения из вот этих вот глубинных делать явными, открытыми и открытых сейчас декларируют. Власть старалась каким-то образом мобилизовать свой электорат через организацию провластных митингов, и это оказалось очень дорогим удовольствием, потому что это было возможно только в том случае, если организуется общественный транспорт, если организуется питание для этих людей, командировочные для этих людей и так далее. То есть сделать призыв к тому, чтобы люди самоорганизовались в полноценную защиту Лукашенко, не получилось. И не получилось именно потому, что электорат Лукашенко сейчас очень небольшой. Мы, когда оцениваем политические предпочтения, можем их оценивать довольно точно через контекстный анализ, то есть через контекстные политические предпочтения.
ну, скажем, просто протестное настроение в связи с решениями властей относительно ковид. И здесь очень интересные данные Андрей Вардамарский сделал, которые показывают, что протестное настроение относительно конкретных реакций властей, они имеют место, они достаточно высокие, это 80%. Из этих протестных настроений мы не можем сказать, что все 80% поддерживают Тихановскую. Но мы не можем сказать, что среди этих 80% есть люди, которые поддерживают Лукашенко. Да, то есть там процент будет еще меньше. И получается, что у нас есть достаточно заметная часть общества, которая занимает нейтральную позицию. И если мы определяем, собственно, электорат Лукашенко, я думаю, что он не менялся от выборов к выборам. Это где-то процентов 20, иногда меньше, иногда больше. И это, собственно, его сторонники. Но достаточно большая часть общества относилась к нему без предпочтений, но нейтрально. То есть людям было, в общем-то, тех, кто устраивал, было все равно. Протестный электорат, он в прошлые выборы, конечно, был меньше, чем сейчас. Я думаю, что процентов 20 всегда были протестными, но сейчас за счет вот этих нейтральных людей протестный электорат, он очень сильно вырос. Те, которые остаются нейтральными, это все равно процентов 20-30 не меньше, но те, которые уже занимают активную протестную позицию, это точно больше 50%, я думаю, процентов 60%. Как это все устанавливается? Это устанавливается из вот этих вот интервалов, то, что протестные настроения в обществе высокие. Кстати, очень важно, что власть ничего не делает для держания этих протестных настроений. Она всякий раз пытается их еще больше разогреть, потому что, возьмем просто решение о высылке дипломатов Польши и Литвы, которое означает, что после окончания эпидемии белорусам будет очень сложно получить польские и литовские визы, если вообще возможно. Является это решение властей популярным? Очевидно, нет. Оно будет вызывать негатив. Таких вот примеров очень много сейчас накопилось, которые будут вызывать раздражение общества. Окружение, которое готово поддерживать Лукашенко до конца, оно все равно сокращается. И даже среди вот этой вот администрации, среди вертикали. Это видно вот именно по выполнению каких-то конкретных поручений, заданий. То есть выполняются они, так скажем, непрофессионально и плохо. Многие стараются сейчас просто не делать ничего, то есть просто занимают выжидательную позицию. Те, которые слишком лояльны, они делают это в итоге хуже, чем могло бы быть. Поэтому я думаю, что если строить прогнозы, конечно же, вот эти протесты, они очень долгоиграющие, и без того, чтобы пойти на учет протестного мнения большинства белорусского общества, без этого протесты уже точно не сойдут. То есть лучше всего, бесспорно, организация новых выборов на каких-то более прозрачных условиях подсчета голосов.